Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как погиб водитель «Фольксвагена», вышедший осмотреть повреждения своего автомобиля. Скользкая дорога, что ж тут поделаешь? Тут никакой дистанции не поможет. Причиной всему владельцы столкнувшихся машин называют сильный гололед на Горьковском шоссе. Покажем, как водитель Kia сбил двух девочек на пешеходном переходе и момент лобового столкновения на Кировской дамбе. Это же 14-я, она сама так складывается. А также сгорел дотла. Вообще, конечно, трагедия. Пожар в частном доме в поселке Новая Караваево. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек, водитель «Фольксвагена Поло», погиб в результате наезда на него Hyundai Solaris на Горьковском шоссе в Казани. Он вышел из машины посмотреть повреждения. Незадолго до этого не справился с управлением и задел отбойник. Под железнодорожным мостом в сторону выезда из города дорога представляла из себя один сплошной каток, что, по мнению водителей, и стало причиной и этого наезда, и еще множество аварий, произошедших на этом месте. Один из водителей, потеряв контроль над машиной, врезался в патрульный автомобиль автоинспекторов, приехавших на место оформлять наезд на человека. Машина ехала, тормознула, он ставил знак аварийной ситуации. За несколько секунд до этого 55-летний водитель «Фольксвагена Поло» на скользкой дороге не справился с управлением и задел отбойник. Его жена видела, как он вышел осмотреть повреждения и выставить знак аварийной остановки. Потом пропал из вида, а рядом остановился другой автомобиль. Вышла, и ее муж уже лежал на дороге. 26-летний водитель Hyundai Solaris на обледенелой проезжей части также потерял контроль над автомобилем и не смог избежать наезда. Едущие следом автомобилисты, видя перед собой препятствия, нажимали на тормоза, но это было бесполезно. Все подряд тут как гармошка. Приехавшие на место наезда автоинспекторы отправляли попавших в аварии автомобилистов в центр оформления ДТП. Находиться на этом месте было небезопасно. В патрульный автомобиль врезался потерявший контроль над машиной водитель Хонды. Всего здесь практически одновременно произошло больше 10 столкновений. Тут впереди, там они стояли аварийные. Ехал, машину увидел, тормознул. Скользкая дорога, что ж тут поделаешь? Тут никакой дистанции не поможет. Дистанцию все держали. Можно, конечно, в суд подать на дорожнику, который не обрабатывает. Пострадавшего водителя «Фольксвагена» срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но оказались бессильны. Спустя несколько часов мужчина от полученных травм скончался в больнице. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Две 15-летние школьницы попали под колеса Kia Rio сегодня в полдень на улице Глушко. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Светофором он не оборудован, и водители должны пропускать пешеходов. Это сделал и водитель троллейбуса, и водители встречных легковушек. Но 25-летний водитель Kia, вероятно, из-за троллейбуса не видел пешеходов, не стал снижать скорость перед переходом и на полной скорости сбил девочек. Пострадавших госпитализировали в ДРКБ с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Водителю Kia с большой вероятностью предстоит переквалифицироваться в пешехода. Такое наказание предусмотрено законом. На какой срок будет определять суд. 21-летний водитель «Лады» 14 модели получил ушибы, не совладав с лошадиными силами под капотом автомобиля. Он потерял контроль над управлением, врезался в сугроб у края проезжей части, после чего перевернулся на крышу. Медики осмотрели молодого человека и не нашли поводов для госпитализации. Серьезных травм он не получил. Чего не скажешь о машине. Восстанавливать «Ладу», вероятно, уже нет никакого смысла. Лоб в лоб столкнулись «Лада» 14 модели и «Део Нексия» на Кировской дамбе. Разбитые машины переградили проезжую часть в сторону улицы Саидгалеева и перекрыли трамвайные пути в обе стороны. Помощь медиков потребовалась двум людям – пассажирке «Део» и водителю «Лады». Первая жаловалась на боль в груди, у второго болела нога. На встречную полосу вылетела «Лада», водитель «Нексия» сделать ничего не успел. Зато мужчина, управлявший «Фольксвагеном», который ехал следом за «Део», показал прекрасные навыки вождения, проскочив между столкнувшимися машинами и получив только небольшую царапину на правой стороне машины. Это же 14-я, она сама так складывается. Повреждение «Лады», говорит ее пассажир, никак не связано со скоростью, с которой ехал водитель 14-й. Рассказал, все произошло моментально. Мы по своей стороне ехали, нас наезд занесло.
от рельса уже начал гулять и навстречу выехали. Выровнять машину водитель «Лады» не смог, ничего не успел сделать и водитель «Део». А вот водитель «Фольксвагена», который двигался следом, смог проехать между столкнувшимися машинами правой стороной, слегка задев «Део». У «Фольксвагена» нет даже вмятины, только царапина на правой стороне. Она сзади Некси ехала, но она проскочила между нами. И, считайте, Нексию задела просто капотчика, там царапина маленькая. Если бы водитель «Фольксвагена» вовремя не сориентировался, последствия могли бы быть более серьезными. Удар мог прийтись либо в водительскую дверь «Део», либо в пассажирскую сторону «Лады». Помощь врачей потребовалась 2 людям. В этой машине девушка сидела, и у нее что-то с грудью было. Ей скоро вызвали. И вот водителю второму из этой машины, у него с ногой проблемы, кажется, сотрясение было. Столкнувшиеся машины перегородили проезжую часть в сторону улицы Саидгалеева и заблокировали движение трамваев в обе стороны. Я в трамвай домой добраться не могу. Их пассажиры, кто не мог ждать, пока освободят дорогу, пошли пешком. Водителям не оставалось ничего, кроме как ждать и подсчитывать убытки. Там где-то, грубо говоря, 1000 рублей с вагона. Час. Полисом ОСАГО, уверяет водитель трамвая, простой и общественного транспорта не покрывается. Если водителя «Лады» признают виновным, то оплачивать убытки придется ему самому. Ни «Лада», ни «Део» восстановлению уже не подлежат. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Еще одна крупная авария произошла на перекрестке улиц Ташаяк и Московская в Казани. Там столкнулись Nissan Qashqai и Kia Sorento. Удар был такой, что Nissan развернула, а Kia, вылетев с дороги, чудом проскочив между столбов с дорожными знаками и мачтой городского освещения и не сбив пешеходов, застряла в кустах. Пока не сейчас, извините. Почему водитель Ниссана отказался рассказать свою версию произошедшего, говорит водитель Kia. Понятно. Именно его считают виновным в аварии. Он виноват, да. Водитель Kia рассказал, двигался по улице Ташаяк от Саид-Галеева в сторону Булака. На перекрестке с Московской дорогу ему перегородил Nissan Qashqai, который выезжал с парковки центрального стадиона. Он прямо. Прямо ехал. Он отсюда вышел, прямо хотел проехать. Ага. Прямо же нельзя же быть. Там только направо указывает. А он прямо скачет. Да, признать-то признается, не признается, все равно он виноват. Там же вот табличка висит, что вот прямо запрещено, только направо. После столкновения Nissan развернула на 180 градусов, а Kia вылетела с дороги. Проскочила между столбов с дорожными знаками и, чудом не сбив пешеходов, застряла в кустах в глубоком снегу. Кто виноват в аварии, будут разбираться автоинспекторы на детальном разборе происшествия. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. «Шкода» и «Хёнда» столкнулись на перекрестке улицы Островского и Астрономическая в Казани. Удар в правый бок чешского автомобиля был такой, что обе машины после аварии были уже не на ходу. При этом «Шкоду» развернула на 180 градусов. Скорую помощь вызвали для 2 ее пассажиров, девушки и молодого человека. Врачи, осмотрев их, серьезных травм не обнаружили и порекомендовали в случае, если травмы проявятся, в дальнейшем обращаться в больницу. Страна какая-то астрономическая там улица. Проезжали на зеленый, на красном врезались. То есть мы ехали правильно, на красный свет, эта машина у нас врезалась. Ага. А он как-то вину свою признал, ничего не говорил? Ну да, он говорит, что... Частный дом сгорел дотла на улице 1-я Муромская в Казани. Огонь вспыхнул поздним вечером. Вся семья, родители и 2 детей были дома, собирались спать. Когда поняли, что дом горит, не успели даже одеться. На улицу выскочили в чем были. Не спасли ни деньги, ни вещи. Вообще, конечно, трагедия. О судьбе жильцов волновались все жители поселка Новое Караваево. Дом вспыхнул как спичка поздним вечером. Соседи увидели черный дым и объятую пламенем крышу, и тут же вызвали пожарных. Жители дома, когда поняли, что горят, выскочили в чем были. Не успели ни одеться, ни спасти какие-то вещи и деньги. Голые сами все, в тапочках. В нем жила семья, муж, жена и 2 детей. Один, наверное, такой, а другая уже, наверное, в 7 классе точно есть. Да, в 7-м. Уже девка уже. Этот дом, говорят соседи, они снимали несколько лет. Больше ничего не знают. Выбегая из дома, рассказали, огонь вспыхнул на 2-м этаже. Там находится электрический щиток. От него и пошло пламя. Предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Что-то коротнуло, говорят. С огнем пожарные справились за 2 часа. Дом сгорел полностью. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Соседи говорят, что на другие дома огонь не перекинулся только благодаря пожарным. А что у нас тут все старые дома друг на дружке? Погорельцев временно приютили одни из соседей. Есть ли им куда идти, оставшись посреди зимы без всего, никто не знает. Ну, теперь куда пойдут жить? Есть куда идти, не знаю.
Лина Знатульна, Константин Бушуев, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.